привет, дорогие друзья! Мы приветствуем вас на телеканале Якутия-24. С вами я, Дарья Анкехова. Сегодня я нахожусь в прекрасном, солнечном, снежном городе Алдан. И неспроста. Ведь я решила посетить одну из лучших школ нашей страны. Это Республиканская спортивная школа Олимпийского резерва по лыжному спорту. Как живут здесь ребята, чем занимаются? Ну и, конечно же, я хочу немножечко узнать, что же такое лыжный спорт в нашей республике. Давайте начнем. Первым делом я хочу познакомиться с директором этой уникальной школы. Максим Валерьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите немножко истории вашей школы, да, и как давно вы пришли к руководству? История нашей школы, само учреждение, сама идея зародилась в начале 2000-х. Стройка началась с 2004 года, закончилась в 2012 году. Построили само учреждение. В 2012 году впервые за несколько лет приехали сборные команды России по лыжным гонкам, и это дало именно такой импульс развитию лыжных гонок в республике. Я этой школой руковожу с 2020 года. Вспоминая Олимпийские игры, которые прошли совсем недавно, у нас у лыжных гонок и у биатлона было достаточно много медалей. Но я хочу сказать, что в принципе все спортсмены, которые завоевали медали, они были в Алдане в то или иное время. Но если говорить о последнем сезоне, предолимпийским, то из медалистов это отмечу, конечно, биатлонистов: Эдуард Латыпов, Карим Халили, Данил Серохвостов. Но из лыжников только Иван Икимушкин у нас был именно в этом году. Это в первую очередь за счет климатических особенностей региона. Во-вторых, мы обеспечиваем сборные команды страны очень качественным питанием из натуральных продуктов, как правило, выращенных в Якутии. Рыба, мясо, все именно натуральные продукты. Средняя численность у нас 600 детей в школе. У нас есть несколько филиалов по республике. А если говорить именно про Алдан и интернат, то есть лучшие спортсмены республики собираются у нас в интернате, живут здесь, обучаются в школе. Их 31 человек. Именно круглосуточного пребывания. На самом деле это очень важно. Даже начиная с советских времен, наверное, все знают, что был урок лыжных гонок. Сейчас мы это продолжаем и, наверное, нам даже в большей степени возобновляем. В данный момент у нашей школы планы по созданию спецкласса, где будут учиться только лыжники. Расписание в школе будет составляться и зависеть от тренировок, от тренировочного плана спортсменов. А вообще, немножко из личной информации, вы тоже спортсмен? Да, конечно, и образование, у меня спортивное, но я тренер по образованию по плаванию. То есть спортивный комплекс «Энергетик» — это по вашу душу, да? Спортивный комплекс «Энергетик» непосредственно по мою душу, да. Вообще, допустим, если самые яркие, наверное, звезды, которые выпустились из вашей школы и сегодня, допустим, может, входят в сборную России, есть такие у нас воспитанники уже, которые заявили о себе? Да, конечно, но они еще не выпустились с нашей школы, они продолжают быть спортсменами нашего учреждения. Но это в первую очередь, наверное, Владимир Рыбкин, который находится в составе юниорской сборной команды страны по лыжным гонкам. Это Регина Петрова по биатлону, это Александр Процук по биатлону, это Александр Клугин по лыжным гонкам. То есть такие примеры есть. И те задачи, перед которыми, точнее, которые ставят нам Министерство по физической культуре и спорту, они на самом деле очень амбициозные. Это и
первенства, чемпионаты мира, Олимпийские игры. И я думаю, мы скоро к этому придем. Как мы уже говорили, в этой замечательной школе есть группа круглосуточного пребывания. То есть у ребят есть возможность здесь находиться 24/7. И давайте узнаем, как им эта жизнь. Вот пройдемте, дайте вот такую комнату, постучимся. Мы попали к девочкам. Девочки, здравствуйте. Можно я вас так немножко потревожу? Так, давайте знакомиться. Как вас зовут? Меня зовут Егорова Валя. Меня зовут Филиппова Настя. Филиппова Настя, ты откуда? Я из Мегино-Кангаласского Луса, село Павловск. Это от 10 километров от Нижнего Пестяха. Я с города Якутска. О, вот так вот, да? Ну, то есть вы такие соседки, можно так сказать, да? И в комнате соседки оказались. Да. Ну, девочки, расскажите, как вам нравится вообще учеба в этой замечательной школе, да? И кто вас вообще сюда отправил? Откуда узнали об этом? Я здесь уже с 2019 года тренируюсь. Заинтересовалась я тоже, ну, как сказать, хотела уже сюда поселиться, переехать, учиться, тренироваться, потому что здесь очень хорошие условия для тренировок. Вот. И когда я сюда приехала, вот в прошлом году, в 21 сентябре, я сюда приехала в школу. Школа мне понравилась, все отлично. Учителя очень, как сказать, хорошие. Да. А вообще, кто рассказал-то тебе про эту школу? Про школу-интернат, да? Да, ну вообще про школу Олимпийского резерва. Ну, мой первый тренер Николаевич Руслан Федорович, он сказал, что вот в Алдане есть такая интернет-школа, и я захотела приехать сюда, посмотреть что-то как. И приехала. Да. Так, а у тебя как давно сюда попала и кто тебе об этом рассказал? Мой первый тренер меня просто затащила сюда на сборы. Я приехала сюда в 2018 году, в августе. Я увидела, как живут другие дети, увидела, как все тренируются. Я прочувствовала эту атмосферу, и мне тоже захотелось тут находиться. У меня не получалось сюда попасть, но в этом году мне выпал большой шанс, то, что меня сюда взяли. И с сентября месяца я тут учусь. То есть не каждого сюда берут, дорогие друзья. Видите, сюда берут только лучших из лучших, да? Девочки, а как вам учеба дается? Тяжело, сложно? Ну, да, тяжело, потому что у нас в школе такие расписания, можно сказать, несовместимые с тренировками. То есть мы заканчиваем в 3:20, а тренировки у нас с 4, и мы все делаем это на спешах. Вот. Так, а у тебя как? Дома, конечно, лучше, но ко всему можно привыкнуть. Привыкнуть. А вообще успеваете отличницы или так на троечке учитесь как? Тройки я не получала и не собираюсь получать никогда. Здесь я, конечно, сразу в прошлой школе я была отличницей круглой, а здесь уже приехала, и вот результаты уже 4 четверок у меня было, 6 четверок. Ну, а сейчас я планирую, да, подтянусь. Я тоже учусь очень хорошо. Я хорошистка. У меня 3 четверки в четверти. Девочки, ну а вот давайте поговорим о вашем пансионате. Да, у вас комната, то есть вы живете здесь вдвоем. Да, мы здесь вдвоем живем. У вас у каждой свой шкафчик, да, у вас свои кровати. Да. Своя вот стол рабочий, да, свой. Ну и, конечно, вы, наверное, здесь очень мало времени проводите, да? Большую часть же вы на тренировках? На тренировках нет, ну уроки мы читаем очень долго. Да, Вечером все свободное время проходит тут. да. Так, скажите, а режим-то не очень жестокий, так? Рано встаете? Нет. Нет, мы учимся с 9:40, и наш подъем в 8 утра. Вы счастливчики, вы спите до 8 утра, молодцы, а спать ложитесь в 10. Ну, как сказать, в 11. Ну, у вас есть воспитатель, наверное, который все контролирует, следит за вами, да? Она в 10 уходит, да. Но мы самостоятельно в 11 спим уже. То есть не шалите? Нет, конечно. Точно, да? Или бывает? К мальчишкам бегаете, наверное? Нет. Ой, нет, не бегаете к мальчишкам? Нет. Точно? Нет. Хорошо, а как убираетесь? То есть у вас есть какой-то график? Да, По очереди. то есть... Сегодня у нас генеральная уборка, например. Я мою полы. Я в прошлый раз мыла в воскресенье полы, сейчас моет полы Валя. Хорошо. А домой-то как часто ездить? Вот самый главный вопрос. Ну вот захотел, допустим, наш телезритель стать, допустим, учеником этой школы, да? Приехал сюда, живет. А домой-то когда попадаете? На каникулах. Когда как? Ну вот на новогодние каникулы мы последний раз ехали, а сейчас вот соревнования будут на этой неделе, поедем домой. Хорошо. Девочки, еще один последний вопрос. Кто у вас кумир вот в лыжных
таких дисциплинах, положенных дисциплинах? Ну, в гонках, может быть, горнолыжник, может быть, биатлонист. Есть кумир? Наталья Непряева. Вот так вот. Естественно. Александр Большунов. Вот так. Ну, да, вот, логично. Ну, девчонки, спасибо вам, удачи вам. Вот смотрите, сидит с какой книгой, гляньте. История России. Вот так вот. Всегда поможет. А она вот сидит здесь, что-то пишет. Спортивный дневник. Гляньте. Возможно, это спортивный дневник будущей олимпийской чемпионки. Да? Ну все, девочки, удачи вам. Всего самого наилучшего. Учитесь хорошо. Но знаете, проведя целый день в этой школе, действительно очень много эмоций, и, конечно, восхищаешься условиями, в которых проживают и обучаются дети. Это, конечно, дорогого стоит. И гордость берет за то, что именно такие школы есть у нас именно в республике. Так, там какие-то интересные звуки. Посмотрим-ка. Здравствуйте. Вот видите? Чисто случайно захотелось заглянуть, посмотреть, чем тут заняться ребята. И вот так сидите вечерами, играете? Ну, интересно играть. Вдвоем? Всегда вдвоем? Ну, как получается? Как получается? Так, а что у вас еще есть? Кровати, я смотрю, у вас убраны, да? Даже лучше, чем у девочек. Никакого барахла нет, да? Ну, это свойственно девочкам, да? Тут у них все лежит ровненько. О, даже медали есть. Ну-ка, ребят, расскажите, что за медали-то у вас есть? Вот здесь серебряная медаль. Это я призером стал в субботе. А, на этих выходных? Да. Кубок Республики Саха-Якутия 2022 года. Покажи-ка медаль. Это которая твоя? Золото в какой дистанции или что это? Это серебро. А, серебро в какой дистанции? Дистанции 3 километра классическим стилем. Вот так вот. А золото, соответственно, твое? Не, бронза. А, это бронза. Я даже не видела. Бронза в воскресенье был коньком. 3 километра на старт. Вот так вот. И вы у нас всего лишь первый год же учитесь тут? Да. Первый год учимся. То есть самый маленький практически? Ну да. Самый маленький я. Самый маленький. Ну что, ребят, поздравляем вас с первыми. Это первые ваши награды? Не первые? Ну, тогда с очередными наградами. И, конечно, дай бог, чтобы у вас было побольше золота. Спасибо. Привет. Передайте маме, папе. Всем привет. Привет, мама, папа. Всем привет Друзья, маме и папе тоже. ну и все. Всего доброго. Испытано на себе. Совсем скоро начнется тренировочный процесс, ну а перед этим ребята, конечно же, готовят снаряжение. Как все это происходит, узнаем прямо сейчас. Рядом со мной находится известный всей республике спортсмен, гордость республики Саха-Якутия. Ну, давайте все свои регалии перечисли, самые основные. Да, просто так сказать, если, КМС по лыжным гонкам, тренер. Сейчас я тренер, не спортсмен уже. Вот так вот, да? Известный Петр, да? И вот расскажите, позади вас ребята сидят, все такие хорошие, все такие, знаете, ручки сложили тогда, вот она. Кто это и с какого возраста, да, здесь ребята у нас сидят, по какой год? То есть, получается, тут группа круглосуточного пребывания, то есть интернат, проще говоря, спортивный. В нем учатся дети, которые с разных районов нашей республики, которые уже дошли до мастерства, допустим, первого разряда, и которые дальше продолжают совершенствование в более уже продвинутой группе, потому что здесь есть условия. В этой группе есть школьники, то есть группа среднего возраста, младшего и старшего. И получается, по возрастам, там старшие, кто лучше есть, они приезжают к нам тренироваться. И живут здесь, учатся, и все вот. Здесь происходит именно подготовка снаряжения, да? Вот можно нам немножко показать, чем вы тут занимаетесь и как это все выглядит? Потому что для многих телезрителей, наверное, думают, ну что такого? Ну вот вышел, ботинки надел, взял с собой лыжи и пошел. На самом деле на профессиональном уровне все не так, правильно? Да, все по-другому немножко. Перед каждой тренировкой мы стараемся подготовить свой инвентарь. А на тренировке ребята готовят сами. Ну хорошо, а так покажете, кто лучше всего это делает? Егор лучше всего делает? Егор делает? Егор, помаши ручкой. Иди сюда, покажи. Говорят, ты лучше всего с этим справляешься, да? Егор, откуда ты у нас? С Нерюнгри. С Нерюнгри? Здесь прям... С Нерюнгри, то есть ты сам, да? Сколько тебе лет? 14. И ты сейчас уже являешься каким-нибудь чемпионом? Ну, пока что нет. Пока что нет? Да. Да, говорит тренер, а ты говоришь нет. Так, Ну, нужно еще много работы проделать. Ну, то есть, а ты хочешь в будущем стать
вот прям чемпионом, прям связать жизнь с спортом? Если получится, то да. Тренером хочешь стать? Нет, профессиональным гонщиком. Вот так. То есть ты хочешь стать профессиональным лыжником. Петр строгий тренер, скажи честно. Ну, когда как. Так долго думал? Потому что он рядом стоит или... Хорошо, ну покажи немножко, как ты это делаешь, ловко, умело, и чтобы доказать нашим телезрителям, что ребята в этой школе умеют все. Давай. Петр, а дети занимаются в этой школе на бесплатной основе или все-таки здесь есть какие-то ежемесячные, так знаете, вложения? Нет, тут никаких вложений не делается. То есть ребенок приезжает, и тут все получается у него проживание и питание, и экипировка, часть экипировки, ну, основная часть выделяется со стороны вот, нашей школы, это Министерство спорта. По разным программам у нас вот проходит финансирование экипировки, то есть это лыжи, лыжные ботинки, палки. Вот. Ну, то есть эта школа в Алдане может похвастаться, потому что я смотрю, что у вас, в принципе, достаточно хорошего бренда, да, это качественные, да, лыжи, и ребята занимаются на таком очень хорошем уровне, правильно, благодаря этому? Да, тут у нас просто все условия есть, то есть Алдан лыжный центр нашей республики, и поэтому все ребята стремятся попасть к нам. Петр, а если взять в целом, да, вот количество учеников, да, сколько примерно занимается? Ну, у нас в РСШОРе вообще детей порядка 600 с чем-то, почти 700 даже может быть. Точно я не могу сказать, но у нас по филиалам РСШОРа тренера работают в Намском, Мегино-Кангаласском, городе Якутске, Нерингре, Нюрбинском Улусе. Да, еще 9 или 8 филиалов у нас. И вот с этих филиалов у нас в основном ребята и приходят вот к нам тренироваться. Ну, то есть у нас тренироваться. Да, а если взять в количественном соотношении, девочек больше или мальчиков? Ну, мальчиков все равно больше всегда. Всегда больше мальчиков, да? Ну, а вообще девчонок, я смотрю, тоже много. Девчонки есть, да. Есть желание, не бояться, тренируются. Так, а тем временем... Покинуть свой дом, не бояться. Не бояться, да? А тем временем, посмотрите, что творит наш Егор. Так, все очень ловко у него. Ну, если это делать каждый день, я думаю, да, конечно, мастерство здесь должно быть такое, знаете, на высшем уровне. Так, а вообще, вот смотрите, ребята проходят тренировку вот совсем в тонких курточках, да? Это так должно быть, да? Да, так должно быть, потому что, как сказать, ну, все равно одеваемся по погоде. Когда мы оденемся, например, как я, вот в такой курточке и все такое, мы проедем разминку и будем мокрые, течь рекой, вот это все. И шевелиться не совсем комфортно, поэтому они одеваются как слоями, одеваются термобелье, потом еще костюмчик. Ну вот давайте на Егоре покажем, да, примерно, да? Егор, я опять к тебе. Так, ну что, у него вот такая ветровочка, да, или как это правильно называется? Да, разминочный костюм. Разминочный костюм, да, здесь у тебя это как называется? Труба. Как? Лыжная труба. Лыжная труба, очки обязательно, да? Ну, не обязательно, кому как нравится больше кататься. Ну, у тебя такие модные они еще, да? Да. И шапка, да? Обязательно. Да. А если у тебя чего-то из этого не будет на тренировке, тебя не допускают? Или допускают? Ну, если тепло, можно кататься вместо шапки в повязке. Разрешают, да? Так, и ботинки у тебя? Да, и ботинки лыжные. А у тебя они одни или много их? Ну, у меня 2 пары есть на каждый стиль. Молодец. И обратите внимание, у них у всех практически идентичные ботинки, да? И все такие новенькие, свеженькие, да? Как часто меняешь? Как нога растет быстро у тебя, да? Да. То есть за этим следят кто? Тренер? В основном родители. Родители. Да. То есть говорят, что уже маловато, да? И, соответственно, школа вам выделяет новые, да? Да. Хорошо. А говорят, вкусная столовая у вас тут, да? Да, хорошо кормят, всем вроде бы нравится. А любимое блюдо? Борщ. Борщ. Кстати говоря, ты не первый воспитанник, кто сегодня сказал про ваш замечательный борщ. Вот он тоже любит борщ. Я с ним уже разговаривала. Любитель борща, вон тоже стоит. Хорошо. Так, а скажи, пожалуйста, ты здесь, получается, тренировка у тебя с 2 до? С 3 либо с 4 до 5:30 примерно. Ага. Потом что делаешь? Идем на заминку, растяжку и в столовую. Опять в столовую, да? Ужинать, хорошо. А потом? А потом отдых, уроки делать. А спать во сколько ложишься? В 10. Прям ложишься и спишь? Ну, отбой сам в 10. Ну и в телефоне до 12. Нет,
Ну, как кто заснет, как кто засыпает по-разному. В 10:20, 10:30, как кто засыпает. Ага. Скажи, а самое сложное вот в учебе здесь, вот самое сложное, что дается хуже всего? Вот, может быть, режим, может быть, скучаешь по родственникам, может быть, физически тяжело, может быть, холодно всегда или что? Вот самое сложное. Все замечательно, все получается. Если все правильно делать, то все будет хорошо, все получаться. Хорошо, а больше всего что любишь в этой школе? Больше всего, может, тренироваться. Ну, настоящий спортсмен, видите, товарищи? Тренировки любит больше всего. Ну что, а мы продолжаем, оставайтесь с нами. Испытано на себе. Итак, мы находимся в спортивно-оздоровительном комплексе «Энергетик», который является частью нашей спортивной школы Олимпийского резерва в городе Алдан. И сейчас мы поговорим с нашим тренером, который любезно расскажет нам, чем же тут занимаются ребята. Здравствуйте. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, вообще, для начала, что было здесь до этого? Потому что я зашла, товарищи, здесь просто можно восхититься. Посмотрите, какие панорамные окна, какие замечательные тренажеры. Но это же совсем недавно появилось. Да, до реконструкции здесь был тренажерный зал, квадратура 33 квадрата. Сейчас стал 172. То есть была комнатушка? Да, была маленькая комнатка, где было всего буквально пару тренажеров. Там скамья для жима, беговая дорожка и набор гантелей. Сейчас у нас полноценный функциональный зал для тренировок со своими кардиотренажерами, тяжелоатлетическим помостом, силовой рамой, которой мы можем заниматься подготовкой спортсменов на высоком уровне. Необходимо отметить, что здесь занимаются лишь дети со школы Олимпийского резерва, или все-таки для жителей города это тоже доступно? Помимо воспитанников школы Олимпийского резерва, здесь занимаются жители города Алдана или Алданского района, есть ближайшие люди из Куранаха или Стамота. То бишь граждане могут прийти, заплатив определенную сумму денег, там все зависит от скидок. У нас есть скидки по мастеру спорта, то бишь действующим спортсменам, то бишь они занимаются бесплатно. У нас нормативы ГТО, кто выполняет бронзовый, серебряный или золотой знак, скидка идет в процентовке от этого знака. Это школьники, да? То бишь школьники и взрослые. То бишь помимо школьников, то бишь ГТОшку тоже сдают? Да, у нас здесь помимо занятий спортом мы являемся центром тестирования ГТО. То бишь у нас здесь дети сдают нормативы физические отжимания, подтягивания, гиря, прыжок. Из базовых. Да, мы, кстати, стали свидетелем сдачи ГТО. Сегодня нам повезло, ребята активно так занимались и хорошо поработали на камеру. Хорошо, а все-таки мы сегодня говорим о воспитанниках школы Олимпийского резерва, да? Сюда они приходят просто в свободное время или есть определенный режим? То бишь, например, лыжники, когда у них холода, тренеры собирают группу детей, приходят с ними, занимаются в тренажерном зале. И после тренажерного зала они могут, например, пойти в бассейн, провести тренировку по плаванию. Для города это очень большой спортивный комплекс. У нас помимо лыж, там идут горные лыжи, сноуборд, плавание. Это одни из самых крупных циклических видов спорта, которые у нас в этом городе. И единственное место по факту бассейн только у нас один. Вот один бассейн. И, кстати говоря, то есть можно отсюда сказать, что Алдан, по сути, должна быть такая, знаете, очень спортивная. Такая станица, да, даже не станица, наверное, а спортивный город. И отсюда должны вырастать полноценные чемпионы. Они у нас же есть. Значит, их должно быть больше. Наше население города, как у нас всего 18-20 тысяч, у нас довольно-таки спортивный город. По соотношению количества занимающихся людей, если вести статистику, их очень много. У нас процентов, наверное, 60 детей занимаются спортом. Грех не заниматься спортом, когда есть такие объекты, да, и они, кстати говоря, усовершенствуются с каждым годом. И даже не каждый в центральных городах спортивный зал может похвастаться наличием таких профессиональных, да, станков. И вообще, круто у вас, да? А почему отдельный помост сделали? Это потому что прям чьё-то желание? Тяжелоатлетический помост нужен для того, чтобы совершать сложносоставные действия, такие как рывок и толчок, штанга. И для него нужен определенные условия. Потому что падение с высоты 2 метров, например, 200 килограмм, да, предположим, в простом
в спортзале придет то, что у него пол раскошится. Да, ну то есть вот это все равно круто, не всегда есть такой помост. Они стараются сейчас люди делать, но именно больших помостов нету. Это по факту это соревновательный помост, на нем можно провести соревнования. Если сильно захотеть, мы можем провести соревнования по тяжелой атлетике. Здесь, в этих условиях. Потому что у нас сертифицированные блины, у нас сертифицированные штанги, потому что это все идет сертификат полностью Международной Федерации тяжелой атлетики. Кстати, да, я вот все-таки имею отношение немножко к спорту, но в нашем городе Якутске и таких блинов я не видела нигде. У вас даже вот специальные, да, вот эти вот урны есть для... Да, у нас есть урны для магнезии. Да, вот представляете? Да, вот, все оборудовано, все оборудовано. Видали? Все есть. Вот так вот. Ну что, спасибо большое. Вы уже сказали о том, что у вас есть еще замечательный бассейн, и прямо сейчас мы отправимся туда. Испытано на себе. Итак, мы побывали с вами чуть-чуть на занятиях по акваэробике, но там действительно шумит музыка, там такие всплеск воды, очень активно занимаются девушки, мы не стали отвлекать их. А подробнее о том, как проходят эти занятия и вообще, кто может заниматься в этом бассейне, мы решили узнать у начальника спортивно-оздоровительного комплекса «Энергетик». Это Сергей Викторович. Сергей Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Мы побывали в тренажерке, мы побывали в бассейне. Что еще есть здесь у вас? Так, ну у нас получается помимо спортивного и оздоровительного плавания также присутствует вот занятия по акваэробике, на которых вы были. Также у нас помещение спортзала предназначено вот именно под борцовский зал, и оно у нас находится в аренде у детской спортивной школы города Алдана. А что касаемо водных процедур, да, все-таки, наверное, Алдан-то у нас город большой, а я смотрю, у вас бассейн, это у нас 3 дорожки всего, да? Как распределяете время и кто может заниматься там? Ну, получается, у нас в настоящее время 12 спортивных секций, да, по плаванию и 2 оздоровительного плавания. Это дети до 5-6 лет. Получается, тренировки проходят каждый день до 7 вечера. И вот на свободное плавание, конечно, у нас остается очень мало времени. И опять же, в связи с тем, что у нас есть ограничения по допуску людей, и с этим как бы в городе есть такая, да, проблема. Ну, сейчас хотя бы есть бассейн. Ну, а если сравнить вот в процентном соотношении, то есть большая часть людей, которые ходят сюда, это все-таки любители или это все-таки спортсмены уже? Если взять и взрослую категорию, и детскую? Нет, естественно, здесь, конечно, у нас занимаются в основном спортсмены. То есть население это совсем небольшой процент, ну, потому что у нас, во-первых, очень мало воды, ну, то есть не хватает дорожек, да, чтобы во время тренировок можно было запустить людей на свободное плавание. Поэтому свободное плавание только у нас в вечернее время. Ну и также у нас существуют и организации, профсоюзы, которые тоже необходимо отрабатывать в этом направлении. Поэтому как бы здесь у нас есть небольшая сложность в городе с этим. Спасибо большое, Сергей Викторович. И мы, конечно, желаем вам успехов в вашей нелегком труде. И, конечно, берегите этот комплекс, раз уж вы начальник, да, потому что вы реально практически, у вас такая, знаете, кладезь, такое достояние всего Алданского района. Спасибо вам большое. Спасибо. До свидания. Испытано на себе. Попробуем попеременно двухшажным ходом забраться в небольшой бугорок. Какой бугорок? Вот. Перед вами виадук. Это, по-вашему, небольшой бугорок? Абсолютно. Это двухэтажное здание. Сейчас мы наверх заберемся, а там как раз попробуем маленько съехать. И вы же катались на горных лыжах?
Нет. Нет, значит будете кататься. У вас уже будет опыт небольшой. И будет с чем сравнить. Горные лыжи с беговыми. Да, уже стало жарко. Так, ну мы же туда карабкаться не будем бабой Полей? Нет, мы пойдем специальным ходом, подъемный вариант. Ну давайте. Одновременно двухшажный ход. Одновременно двухшажный ход. Запомните. А вы, я вот так пока иду, правильно? Правильно. Правая нога, левая рука. По-другому не получится. Это на автомате происходит? Конечно. А я еще хотела спросить, какая рука должна быть, а какая нога? Если по-другому идти, это будет раскомбинация, это очень неудобно. Да? Ну все, поднимаемся, у вас лыжи с насечкой, они назад не должны поехать. Не должны? Если Я не поеду. Мы вас поймаем. Так, хорошо. Подождите, а что я делаю-то? Вот так просто поднимаюсь? Да, только лыжи маленько прижимайте к снегу. И ручку далеко не ставьте, поближе, вот сюда, в ботинок. И небольшое усилие на палке. Да. Коленочки подсогните. Вы говорите, я не должна катиться назад, а я качусь назад. Хорошо. Теперь делаем следующим образом. Это подъемный вариант. Прям самые крутые бугры. А я видела, на Олимпиаде так поднимается. Да. Вот так. Все верно. Подъем елочкой называется. Ой, погодите. Пятки у вас должны быть вместе, носки врозь. И следующим образом. Вот так вот передвигаемся. Почему елочкой? Потому что рисунок елочкой получается. Широко не шагайте. Какая-то корявая елочка. Широко не шагайте, поуже ставьте. Шаги меньше. Я просто представляю, если вдруг я поеду назад, что будет? Ничего страшного, вы упадете. Куда? Вы Вы сказали... первый раз на лыжах? Конечно! Первый раз. Подождите, товарищи. Вы сказали, это маленькая горочка. Да. Она должна быть покорена мной. Значит, елочка проще, да, должна? Ну, можно еще проще придумать вариант. Как? Я вас держал? Лестница. Это что? Как я, встаньте. Да. Нет? И вот так, Все, что ли? шагайте, конечно. Тут уже ехать-то некуда. Ни назад, ни вперед, только вверх. Я не удивлюсь, если здесь я поеду куда-то. Нет, никуда. А почему этот маленький бугорок? Ну, на самом деле он не такой большой. Если идти по нашей лыжной трассе, там намного круче и лучше. Да? Лучше туда не суваться для начинающих, да? Нет, ну так-то подняться можно, но это же слишком легкий вариант, да? Это какой-то этот, как бы сказала молодежь, читерский вариант. Какой? Читеры. Ну, то есть это, короче, какая-то халтура. Да? Надо все-таки идти, как вы сказали. Елочкой. Елочкой. Так, погодите-ка. А, подождите, вы мне не сказали, а падать есть правила? Как? Падать? Если вдруг падать хочешь, то как? Ну, обычно все падают, когда с горки едут. Я не видел, чтобы люди и поднимались подъем и падали. Подожди. Так. Хорошо, нет, а если я покатилась назад, как остановиться? Если вы покатились, ну, наверное, в раму попасть. Наверное? Или... Ай! Что ж так делать? Что, мы пойдем наверх? Нет, я думаю, это молодые. Погоди. Нет, ты меня наоборот спусти вниз. Нет! Нет! Вот так вот. Маленькая горочка оказалась для меня практически недосягаема. А вершина была так рядом. Но у вас еще все впереди. Да, я, конечно, я ж буду ездить сюда каждый месяц отныне. Так, хорошо, ну а если все-таки по прямой, да? Пойдемте на равнинный участок и Да? несколько движений вам покажу. Да, сворачивать, правильно? Теперь я поняла, почему вот именно такой вариант, да, лыж включают в школьную программу, да? Я все время думала, зачем детям в начальной школе вот так на лыжах кататься? Но это просто ради удовольствия, по сути. Конечно, ради удовольствия, раз. Ради всестороннего развития, два. Ну и представьте, да, вот вы же на свежем воздухе находитесь. На свежем морозном воздухе.
Во-первых, эмоционально как приятно находиться да, в таком месте. Если мы бы еще в лес зашли, там красивые деревья растут, все в снегу. В общем, я поняла, что я рождена не для покорения вершин, а для бабы Поли. Видите, как это? Это все, что я научилась делать. Ну, это очень забавно, кстати. И хотя бы группа мышц задействована, так сказать, какая-то, да? Руки задействованы. Вот так вот. Руки, ноги, координация, вестибулярный аппарат хорошо задействован. А вот так у вас дети на беговых, да? Гоняют здесь, вот, да? Все на профессиональном инвентаре, на таком, как я сейчас. Потому что... А вот когда они вот так в сторону делают, это что такое? Это они передвигаются коньковым стилем. У нас в лыжных гонках два стиля передвижения. Либо классический, либо коньковый. А у меня какой был? У вас классический. А коньков попробуй? Ну давайте. А что это такое-то? Это я вот только видела на Олимпиаде. Вот так в сторону. Ну, это взятое движение из конькобежного спорта. А вот на коньках? А, вот на коньках я умею так. В принципе, для начинающих, если объяснить, проехать на лыжах как на коньках, они понимают, о чем идет речь. Вот так. Так, Да. и так и делаешь? Да, только нужно продвигаться вперед. А не на месте, да? Да, но в коньках конькобежцы бегут только ногами, а у лыжников еще есть палки, они толкаются, хорошо помогают себе руками. Ой. Сергей Владимирович. Ну, корявый конек у меня есть? Вы уже почти по первому юношескому разряду передвигаетесь. Юху! Так, погодите. Не, ну вот это поинтереснее, чем баба Поля. Так. Что надо коньком? Он говорит, что руки с ногами. Вы попробуйте руки вообще сейчас не включать, а отработать только ногами. Ой, ноги. А ноги могут разъехаться? Очень сильно. Ну, могут, наверное, в теории. На практике Ну, такого не встречали? Просто ваша голова быстрее сработает. Вы не упадете, вы подставите вторую ногу для подстраховки. Теперь я понимаю, почему ребята так легко были одеты, потому что, ну, реально стало жарко. Хотя мы тут прошли, наверное, сколько метров? А? 100 метров. Хотела сказать 3. 200 метров вы сегодня прошли. Ну что, дорогие друзья, к сожалению, время у нас эфирное ограничено. Я могла, конечно, час тут ходить и рассказывать вам о том, насколько это все здорово весело. Спасибо, Сергей Владимирович. Ну, а и мы не перестаем говорить. Занимайтесь спортом, приводите детей в спорт. Ну и, конечно, это не только полезно, но это еще и такое, знаете, блаженство для души. Ну, а мы получили это блаженство и благодарим Школу Олимпийского резерва республиканскую в городе Алдан. Испытано на себе. Совсем недавно в спортивной школе Олимпийского резерва по лыжному спорту открылся горнолыжный склон. И ребят набирают сейчас в секцию о том, как будут проходить тренировки и свободен ли этот склон для посетителей обыкновенных, мы узнаем у старшего тренера. Здравствуйте, Константин. Константин, расскажите, пожалуйста, вот вообще немножко про этот склон, какова его длина и вообще насколько это важно было открытие подобного склона для ребят, которые будут скоро заниматься горнолыжным видом спорта. Ну, склон открылся у нас недавно, был запущен подъемник, буквально 2 недели назад было официальное открытие, приезжал на открытие глава республики. Ну, длина склона небольшая, но достаточно для тренировки. Длина почти 700 метров склона по подъемнику, там 650. Склон идеально подходит для начинающих, для обучения начинающих, а также для детей, которые
только впервые становятся на лыжи или сноуборд и приобщаются к этому виду спорта. Вот так. То есть, дорогие друзья, помимо того, что этот склон был все-таки открыт для обучения ребят из спортивной школы Олимпийского резерва, конечно же, этот склон открыт и для посетителей, да? Да, То есть для свободного, значит, посещения. Есть в прокате лыжи, есть в прокате доски. Есть большое количество сноубордов, небольшое количество лыж, но мы в процессе, все закупается потихонечку. То есть, пожалуйста, приезжайте, берите в прокат, пользуйтесь, катайтесь. Испытано на себе. Смотри, все движения и все повороты изначально для новичков у нас начинаются со стойки плуг. Стойка плуг. То есть из основной стойки, когда лыжи у нас параллельны и на ширине бедер, мы отводим одну ногу, отводим вторую и принимаем стойку плуг. Почему плуг? Потому что напоминает плуг, которым пашут землю. Для детей мы говорим кусочек пиццы, треугольничек. Ага. Вот в этой стойке, да, начинаются у нас повороты и торможение. Как тормозим? В стойке плуг, чтобы нам затормозить, нам нужно увеличить давление на внутренние канты лыж и резким движением, либо плавным, раздвинуть пятки лыж. И на передний кант, да? У нас есть внутренние канты, есть внешние. То есть путем увеличения давления на внутренние канты лыж, вот эти, да, и раздвижения пяток, лыжа начинает тормозить. Ага, все, примерно есть. В теории есть. Дальше. Дальше. Первое движение с тобой. Давай. Так, погоди. Ты упрешься просто в палки, я тебя буду поддерживать, не бойся. Я видела, так детей учат. Ну вот. Подожди, я же так еду? Да. Прими стойку плуг, про которую мы говорили. Ага. Лыжи не должны перекреститься. Расстояние между носками лыж буквально 8-10 сантиметров. Примерно Я так. все-таки на внутренней части, да? Стоим на внутренних кантах лыж. Ага. Подожди. Хорошо. Давим коленочку к носку лыжи. Вперед, да? Да, вперед. Берцовой костью давим на язык ботинка. Я никогда не поеду сам. Подожди. Да, поедешь, если бы мы позанимались с тобой. Да, я уже понимаю. Мы сейчас просто прокатимся чуть-чуть. Дави берцовой костью на язык ботинка, на переднюю часть ботинка. Хорошо. И соблюдай вот эту стойку. Ты никуда не улетишь, не упадешь, я тебя поймаю. Товарищи, я поехала. Смотри вперед, на меня. Когда ты смотришь, на доске когда ты такая смотришь же вниз, фигня, да. ты опускаешь голову. Хорошо. Я боюсь, что у меня лыжи пересекутся. Нет. Подожди, как тормозить? Раздвигай пяточки шире лыж, упирайся в лыжу. Не надо крутить руками, не надо. Ой, мы доехали! Так. Все. Нет, стой! Отдай руку! Все. Вот это у оператора улыбка на лице. Ой. Ну что, дорогие друзья, давайте немножко поделюсь своими эмоциями. Если честно, был опыт у меня катания на доске. А на доске страшнее, потому что все-таки на одной плоскости ехать страшно, там уже вариантов мало. Здесь, конечно, нужно контролировать две ноги, но когда с инструктором-то за ручки, в принципе, оказалось несложно, но интересные эмоции, интересные ощущения. И, конечно, я бы всем посоветовала просто попробовать хотя бы. Короче, я не буду... Держись. Пока! Вот такая поездка была в город Алдан. Дорогие друзья, мы не перестаем говорить вам, занимайтесь спортом. Ведь это не только полезно, но это еще и увлекательно. Отдельная благодарность Республиканской спортивной школе Олимпийского резерва по лыжному спорту. Также отдельное спасибо ребятам, которые сегодня помогли мне хотя бы немножко познать, что же такое горные и беговые лыжи. Ну и, конечно, всем жителям Алдана отдельное спасибо и огромная любовь. Ну а мы увидимся совсем скоро. Испытано на себе.